2 июня Лазаревский районный суд города Сочи признал бывшего председателя Совета старейшин черкесов Шапсугов Руслана Гвашева виновным в организации несогласованной акции у тюльпанового дерева в поселке Головинка. На священном для черкесов месте традиционно собралось около 300 человек, которые каждый год приезжают из разных городов России, чтобы провести молебен и почтить память предков. В знак протеста против решения суда 67-летний Руслан Гвашев 11 сентября объявил бессрочную голодовку. Краснодарский край находится в составе ЮФО. ЮФО в составе Российской Федерации. И 21 мая, когда в Республике Адыгея, в Карачаево-Черкесской республике, а также в Кабардино-Балкарской республике на официальном уровне с участием глав этих регионов Российской Федерации проходят памятные мероприятия, когда в этот день приезжают на Северный Кавказ многочисленные гости из Турции, Сирии, Иордании, Германии, Америки и других стран, там, где черкесы живут. И почему этот день не может быть памятным, когда там, вот в этих 3 республиках, о которых я сказал, там даже объявлен нерабочий день. А в Краснодарском крае другие порядки. На днях абхазская делегация из 12 человек побывала в ауле Большой Кичмай, где проживает Руслан Гвашев, чтобы поддержать его и уговорить прекратить голодовку. Но усилия оказались напрасными. Единственное, что смогли сделать члены делегации, они уговорили Руслана Гвашева принимать лекарства, так как у него слабое здоровье. Ранее стало известно о телефонном разговоре президента Абхазии с Русланом Гвашевым, в ходе которого Рауль Хаджимба приглашал его в Абхазию, чтобы поправить здоровье. Заслуги Руслана Гвашева перед народом Абхазии невозможно переоценить. Он один из инициаторов создания Конфедерации горских народов Кавказа, возглавлял штаб конфедерации во время Отечественной войны народа Абхазии, гражданин Республики Абхазия и кавалер ордена Ахтзапша 3-й степени и ордена Леона. Там, находясь, мы упросили нашего брата начать принимать лекарства. О состоянии его здоровья, я думаю, надеюсь, вы знаете из средств массовой информации. Человек, 3 получивший инсульт, 1 раз получивший инфаркт, 5 раз оперированный, потерявший ногу и с шунтированным сердцем. А после шунтирования обязательно нужно употреблять те лекарства, которые помогают сохраниться этим шунтам. Вот. И после возвращения мы затем, наши представители вышли на руководство Абхазии, были контакты. Сегодня мы встречались со спикером парламента. Хаджимба Рауль Чункович имел многочасовые, можно сказать, беседы по телефону с Русланом Гвашевым. Сейчас выезжает, насколько мне известно, группа, посланная президентом к Гвашеву. Это Владимир Зонтария и Валерий Шалачарш. Участники пресс-конференции сообщили, что намерены провести в Сухуми акцию в поддержку Руслана Гвашева. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.